легко убедиться в любом районе республики. На этой неделе в рамках нашей рубрики, посвященной самым интересным и даже уникальным местам Татарстана, мы побывали в Заинском районе. Приехали мы туда именно 4 ноября, так уж получилось. И мы увидели это настоящее народное единство, которое сложно выдумать, его можно лишь воспитать. В этом отношении Заинский район нельзя назвать уникальным. Но во всем остальном, как вы увидите, можно. Песни на русском языке. И снова на Сабалинке не тесно никому. Песни на татарском. Русские, татары, чуваши, кряшины. Вот так уже который год идут они навстречу друг другу, в прямом и переносном смыслах слова. Они встречаются здесь, в деревне Александровская Слобода, каждый год именно в этот день, в День народного единства. Вот оно, единство, перед нами. Необычно? Пожалуй. Но ведь не странно ничуть. Просто кряшинский ансамбль приехал в гости... Так, а к кому в гости? В этой деревне с десяток национальностей. Да и сами кряшины говорят на разных языках. Ну вот вы, например, на татарку не очень похожи. Я чувашка по национальности. И поете татарские песни? Пою. И вот на чувашском могу, и на русском могу. День народного единства отмечает вся страна. И село наше большое, Александровская Слобода. Нет, это не показное, это на самом деле наше село многонациональное. У нас проживает 10 национальностей, очень много. А вот говорят, что не отмечают этот праздник в России, День народного единства, никому он не нужен. Нет, такого у нас нет, потому что мы все одна большая семья. Древний тюркский знак «Тамга», изображенный на гербе Заинского района, именно об этом. Преемственность поколений, историческая память и богатое наследие. Вот откуда это единство. Заинск возник еще в середине 17 века. Возник как Заинская крепость. Часть большой тогдашней сторожевой черты русского государства. Здесь была граница, поэтому крепость была мощная. К сожалению, посмотреть на нее теперь можно только в музее. Крепость наша имела форму прямоугольника. В ней было 6 башен, 4 угловые глухие, 2 посередине были с проезжими воротами. Крепость была хорошо защищена. Мы видим эскарпы, это земляные укрепления. Внизу надолбы в 2 ряда. Они были на уровне конской головы и заостренными концами. На месте, где тогда стояла крепость, пожалуй, лишь историк разглядит 17 век. Огромный ров виден и сегодня, конечно. На возвышении оборонительные валы. Это все, что осталось. Да, это была граница России. И вот здесь можете посмотреть земляные укрепления. Это эскарпы вот такие вот сейчас. Вот тоже от крепости осталась вот щебенка. Крепость была разрушена, но поселение осталось. И ровно через 300 лет здесь началось еще одно великое строительство. Строительство Заинской ГРЭС. Нигде в Татарстане не производят сегодня столько электричества. Жители республики и соседних регионов многим обязаны Заинску. Сам Заинск многим обязан ГРЭС. Это кровь, бегущая по его жилам. Поэтому главная фигура районного герба – солнце – это и есть дань ГРЭС. Однако, как неудивительно, но возведение ГРЭС в районе – это даже не самое знаковое и историческое событие. В мире Заинский район стал известен благодаря вот этой неприметной, казалось бы, деревушке Старый Токмак. Полвека назад здесь произошло событие поистине космического масштаба. И здесь еще есть люди, вспоминающие этот легендарный 1961 год. Дело было давно, 50 лет тому назад. Я был молодой.
работал учителем. Это было в полдень, часов в 11. Троекратный гром прогремел. Первый, вспышка, сказать так, сильно гром. И мы видели, как спускается парашют громадный, и сел, и все пропало. С чем подумали? Все подумали на войну. Но все-таки все побежали туда. После первого взрыва все сказали, что такое, что такое. А это американцы поймали, говорит, там. Вот там, это американцев, вот шпион. Его поймали, вот здесь, где остановка, он там пойманный. Деревенские жители, конечно, ничего не знали тогда о космической программе страны. То, что они увидели 9 марта 1961 года, за месяц до полета человека в космос, было спускаемым аппаратом «Спутника-4» с собакой-космонавтом на борту. Собаку звали Чернушкой, и было видно, почему. Черная, лоснящая черная. Вся эта шерсть лоснится такая, большая. Одни проводки кругом. Михаил Федорович, там в правлении колхоза какую-то собачку привезли. Откуда? Не знаю, какую собачку из космоса сказали. Я бегом туда. Сидит старший лейтенант, приятной наружности, с ямочки на щеках, фуражечки военные. И голова собачья выглядывает вот отсюда, из-под шинели. В Токмаке тогда высадился целый десант из Москвы. Разобрать местным жителям, кто есть кто, было никак невозможно. Да и не знали тогда еще никого. Вот отсюда и легенды, главная из которых — Гагарин. Михаил Архипов голову дает на отсечение, что видел его собственными глазами. Так это и есть Гагарин был. С собачкой-то. Кто видал, тот говорит, это Гагарин. Кто не видал, сомневаться. А кто совсем не знает ничего, тот не верит этому. Несмотря на то, что вскоре после этого из Москвы был получен официальный ответ, что Гагарина в Заинском районе в марте 1961 года все-таки не было, легенда живет. Впрочем, району вполне достаточно и легендарной космической собачки. Ровно полвека спустя в городе Заинске открыли памятник Чернушке. 3-й во всей России. А Чернушке, понятно, единственный в мире. Неповторимость вообще отличительная черта города Заинска, и особенно по части памятников или скульптур. Неожиданности, раскиданные по городу рукою умелого скульптора. Вот он, кстати, собственной персоной. Добро, оно всегда должно быть с нами, сопровождать и толкать на более добрые дела. В вашем городе есть Гена и Чебурашка? Может быть, у вас найдется увековеченная в газобетоне татарская пожилая чета, еще один символ добра? Или, возможно, вы можете похвастаться вообще единственным в России памятником Альберту Эйнштейну и Нильсу Бору. Все это сделал один человек, но идея-то общая. Они — украшение города, выход за привычные рамки. Да, они всю жизнь вместе работали, вместе, не вместе, но у них постоянные споры были. И в конце концов они пришли к одному единому мнению. И вы решили их помирить, да? Да, я решил помирить. Но только после этого вышел закон, что там курение, реклама табака. Но иногда я и говорю, что не курите, а каменеете. Вот вам и симбиоз. Неукротимая энергия, большая история и творческая жилка. Все это вместе, скопление символов, их взаимосвязь и есть Заинский район. Лишь об одном символе мы чуть не забыли упомянуть. И он также уникален для Татарстана. Когда я узнала о том, что предполагается, что я стану главой, мне, конечно, вот вы знаете, я просто одному человеку написала СМС: за что мне такое наказание, помогите. Вот на самом деле я просто реально не представляла, ну как это вот раз завтра такую мужскую работу. Единственная на весь Татарстан женщина-глава муниципального района. Татьяна Воропаева не просто единственная, но еще и первая за всю историю. Уже 5 лет у руля. У меня хорошая команда ребят.
со мной работают. И как-то вот мы очень распределились само по себе. Я вроде стараюсь все это сделать с материнской заботой. С одной стороны, социалку поддерживаю, а ребята с команды, вот и мой заместитель, руководитель исполкома, они больше вот хозяйственную эту часть берут. Я повела линию уже как женщина социальной направленности в нашем муниципальном районе. Я очень люблю в целом социалку. Бережно отношусь к старшему поколению. И все, что мне хочется сделать, это огромное количество добрых дел. Во многом необычный, в чем-то уникальный, однозначно недооцененный. Все это Заинский район, который интересен еще и тем, что название его можно произносить двояко. Кому Заинский, а кому и Заинский район. С точки зрения истории, второе произношение ближе к истине. Но на наш вопрос, а как же правильнее, в Заинский или Заинский отвечают так. Говорите как хотите, только говорите почаще. Энергии в районе, как мы видели, действительно столько, что на всех хватит.